Декабрь – традиционное время подарков. Хорватские таможенники остановили автомобиль со славянскими номерами. В автомобиле находились двое славянских парней. Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Пограничников насторожил сильный запах травы внутри автомобиля, и это стало основанием для более тщательной проверки. В багажнике машины обнаружили два больших пакета, завернутых в подарочную бумагу. Внутри этих пакетов было 5 поменьше. В них находилось более 11 килограмм травки. 20-летнего водителя задержали. Его оправдание, что он просто вез подарки друзьям, не приняли. 22-летний пассажир отделался всего лишь штрафом. 18-летний водитель устроил ужасное ДТП на Шмартинской улице в Любляне. Видео этой аварии разлетелось по всем соцсетям. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как автомобиль темно-синего цвета с огромной скоростью вылетел на тротуар, пересек проезжую часть и врезался в другой автомобиль, стоявший перед красным сигналом светофора. От мощного удара оба автомобиля перевернулись и оказались на крыше. Водитель и пассажир стоящего автомобиля серьезно пострадали, их срочно доставили в больницу. Но 18-летний виновник ни капли не пострадал. Более того, он очень быстро выскочил из автомобиля и начал убегать от полиции. Во время задержания выяснилось, что молодой человек не имел водительских прав. Более того, при нем обнаружили почти 60 свертков с запрещенными веществами. Не буду называть с какими, потому что алгоритмы Ютуба этого не любят. И более 3000 евро наличными, происхождение которых он не смог объяснить. Помимо запрещенных веществ, изъяты также автомобиль и деньги. С молодым человеком теперь разбирается полиция. В Словении очереди на плановые операции достигли своего максимума. И я думаю, что это еще не предел. 81-летней жительнице Марибора назначили операцию на колено аж на 2030 год. Если женщина доживет, то ей прооперируют колено только через 5 лет. А еще в Словении любят путать право и лево. И если женщине сделают операцию не на то колено, то придется подождать еще 5 лет. Тем временем выяснилось, что ортопед, работающий в городской больнице города Новое Место, искусственно удлинял очереди операций. В Словении всплыл скандал, связанный с ортопедическим отделением больницы Новое Место. Руководитель отделения Грегор Каучич искусственно удлинял очереди на операции и направлял пациентов в свою частную клинику, где проводил вмешательство за дополнительную плату. Пациенты с легкими случаями становились основной целевой группой для таких переводов. Тех, у кого не было серьезных рисков, направляли в его частное учреждение, ускоряя их лечение за деньги, в то время как другие оставались ждать своей очереди в государственной больнице. Афера вскрылась после того, как пожаловалась одна из пациенток. Ей предложили пройти лечение в частной клинике, но она не согласилась этого делать и обратилась с жалобой в инспекцию. После проверки очередь сократилась с 1200 до 800 человек. Из очереди были удалены мертвые души. В результате Каучич был уволен, и сейчас с его делом разбирается прокуратура. Как вам такой бизнес-план? И вот еще один деятель в Словении продавал фальшивые техосмотры. Флориан Гашперин, бывший контролер техосмотра в Словении, признался, он брал взятки и подделывал документы, пропуская небезопасные автомобили. За 10-20 евро машины с серьезными неисправностями проходили проверку, став потенциальной угрозой на дорогах. И, кстати, я помню, что в России можно было пройти техосмотр, вообще не показывая автомобиля, за каких-то 500 рублей. Но это было очень давно, и, скорее всего, такого в России уже нет. В итоге горе-бизнесмену грозит до 3 лет тюрьмы, но зато с уикенд отбыванием. То есть на выходные он может приходить домой. Жаль, конечно, что ему запретили 5 лет заниматься этой деятельностью. А так бы он мог по выходным дальше продолжать делать ТО. Разгорелся скандал в католической гимназии маленького словенского городка Випава. Талантливому хормейстру, успешно прошедшему собеседование и пробную репетицию гимназического хора, неожиданно отказали в работе.
И всего лишь из-за того, что он состоит в браке с мужчиной. По данным уполномоченного по правам принципу равенства, это прямое нарушение закона и дискриминация по признаку сексуальной ориентации. Напомню, что в Словении разрешены однополые браки. Данный инцидент вызвал волну общественного резонанса, и, как обычно, мнения разделились. Но по закону гимназия обязана была принять данного сотрудника на работу. Сейчас дело перешло в правовое поле. Гимназии, скорее всего, придется принять данного сотрудника на работу или выплатить ему моральный ущерб. А как вы бы отнеслись к такой ситуации, узнав, что педагог, который учит вашего ребенка, состоит в браке с мужчиной? Бывший президент Словении Борут Пахар оказался в центре внимания, но не как политик, а как модель, рекламирующая пижамы. Он принял участие в рекламной кампании одной из фирм. Он позировал, лежа в кровати в пижаме, с обнаженной женщиной. Лица ее не было видно, но она была блондинкой. А вы бы отказались от участия в такой рекламе? Кадры и посыл рекламной кампании вызвали резонанс. Для многих словенцев это выглядит как слишком провокационная реклама. Тем более для человека, который когда-то занимал один из высших государственных постов. Некоторые критики прямо говорят, что такое участие не просто маркетинг, а грубое обесценивание статуса, который когда-то занимал Пахар. В итоге фотография стала вирусной и разошлась на мемы. Целый месяц словенских водителей пугали баннеры, установленные вдоль дорог, девушки в бикини с бобром. На баннере был указан просто номер телефона. Баннер рекламировал не сайт знакомств, а лазерную эпиляцию. Через месяц, слава богу, все баннеры починили и крупными буквами написали «Спасибо». Как вам такой рекламный ход? Недалеко от Марибора слетел с дороги и перевернулся бронетранспортер, принадлежащий словенской армии. В нем находились 6 военных, которых срочно доставили в больницу. По какой причине бронетранспортер слетел с дороги, остается неясным. Удивительно, но полиция не обнаружила содержание алкоголя в крови водителя. Друзья, если вас не пугает жизнь в Словении, и вы по-прежнему хотите в нее переехать, и вам необходима помощь в оформлении всех необходимых документов, а также помощь в поиске жилья, смело пишите в Telegram Helga White Law. Товарищу Тита вандалы отрезали голову. В словенском городе Виленья с бронзовой скульптуры Иосипа Броз Тита, лидера Югославии в 1945-1980-х годах, была срезана голова. Позже полиция обнаружила отрезанную голову в багажнике 49-летнего местного жителя. Остается неясным, это был охотник за драгметаллами или безумный фанатик Тито. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от +4 до +10, облачно с прояснениями. Спасибо, Алиса. Друзья, подписывайтесь и ставьте лайки. Друзья, спасибо вам за то, что досмотрели до конца. Не забывайте, пожалуйста, подписываться и ставить лайки. Пока-пока, до новых встреч!